В Казахстане следует запретить продажу энергетических напитков детям и подросткам, считают диетологи. Вредный по составу продукт пользуется большой популярностью среди школьников. Общественники бьют тревогу. Бесконтрольная реализация может навредить здоровью. Динара Абдирова с подробностями. 30 тысяч литров энергетических напитков употребляют казахстанцы каждый день. Пугающую цифру озвучила диетолог Алтынай Касымханова. То есть почти 67 тысяч наших соотечественников покупают этот вредный напиток ежедневно. Большая часть – дети, делится спикер. Купить энергетик без каких-либо препятствий можно в любом магазине. Свою лепту в доступность энергетиков вносят продуктовые магазины, расположенные близ школ. Такие напитки здесь продаются открыто, потому что продавать их подросткам не запрещается. Есть лишь оговорка. Напиток не рекомендуется детям в возрасте до 18 лет. Если ребенок будет пить каждый день энергетик, у него возрастает зависимость, и он увеличивает свое количество каждый день, и это может привести к заболеванию сердца и даже остановке сердца. Это, в свою очередь, приводит к разным последствиям, как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания ЖКТ, и почки, печень тоже страдают, и может даже приводить к ожирению. В торговых точках у школы можно купить и другую вредную еду, как чипсы и снеки. Общественники говорят, в магазинах нужно давно навести порядок. Ассортимент заявлен один, особенно перед проверяющими органами, но на деле, с целью получить прибыль, они зачастую продают и детям, и подросткам без разбора. Но это, как я уже говорила, недобросовестные предприниматели. Я предлагаю просто ужесточать меры, я имею в виду больше штрафов, вплоть до закрытия предприятия, торговой точки, если они неоднократно обнаружены за продажу детям запрещенных веществ, алкоголя, сигарет. Мы есть то, что мы едим. И как бы слова классика банально не звучали, но прививать правильные пищевые привычки нужно дома, в семье. Национальный центр общественного здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения и координации Министерства здравоохранения провели национальные исследования «Эпиднадзор за ожирением среди детей школьного возраста». И в исследовании приняли участие дети от 6 до 9 лет. И данные данного исследования показали, что 25,5% детей, они ежедневно, то есть не завтракают дома. И 16,7% детей употребляют сладкие газированные напитки ежедневно. Это, представьте, ежедневно. Процент детей, которые не едят ежедневно фрукты и овощи, он очень высокий. И вполне объяснимо, почему Казахстан находится в списке стран с самым нездоровым питанием. По словам министра здравоохранения Ажар Гиният, в последнее время в республике отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом. Поэтому для снижения этого показателя в ведомстве планируют ввести акцизы на сахаросодержащие напитки и разработать специальные узконаправленные программы «Здоровые столовые» и «Здоровые магазины». Динара Абдирова, Ерзат Заидхан и Нургали Мамурбаев. Хабар 24.